Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь в городе Якутске на открытии нового дыхания домостроительного комбината, который еще открывал первый президент Якутии. И сегодня здесь запускается линия, которая поможет отстроить заново город Якутск. Айсен Сергеевич Николаев. Очень рад сегодня присутствовать здесь, на очень важном, нужном для строительной индустрии Якутии мероприятии. Мы сегодня практически даем новую жизнь нашему ДСК. Мы все помним, как он работал в свое время, на пике своей мощности выходил на 100 тысяч квадратных метров жилья для республики. Много объектов было построено. Потом были непростые, тяжелые времена. И в 2023 году я принял решение, что комбинат надо забирать в республиканскую собственность. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в этой работе. И в первую очередь республиканское ипотечное агентство, которое вернуло предприятие в государственную собственность. И, конечно же, не просто вернуло, но и сегодня завершила первый этап реконструкции, модернизации ДСК. Мы понимаем, что время диктует уже свои новые требования, мы должны идти в ногу со временем, даже немножко впереди него. Приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, генеральный директор ООО «Риастрой» Алексей Владимирович Тимошенко, начальник производства Маргарита Каримовна Чеснокова. Работает на ДСК с 1988 года, стаж работы более 35 лет. Начинаем обратный отсчет. 3, 2, 1, пуск! Поздравляем! Первый этап республиканского объекта модернизация и техническое перевооружение домостроительного ДСК в городе Якутске запущен. Все оборудование российского производства. Уверен, что вот сегодняшний старт производства, он даст импульс не только выпуску продукции домостроительным комбинатом, но и подготовке новых кадров для нашей строительной индустрии, инженерно-технических кадров для строительных предприятий. ДСК всегда этим отличался и уверен, что эти добрые, хорошие традиции будут здесь продолжены. Еще раз всех поздравляю. Особенно рад, конечно, за ветеранов ДСК, которые очень переживали, что комбинат может вообще исчезнуть. Но, еще раз говорю, республика комбинат не оставила. И сегодня он, как государственная компания, продолжит свою обновленную деятельность и выйдет на новые рубежи. С праздником! Я отработал на данном заводе 17 лет, из которых 5 лет последние главным инженером. Просто объемы уменьшились у завода ДСК, и он не смог вытягивать просто такие коммунальные расходы, поэтому и закрылись. Производственный процесс ведь знаю от начала до конца, поэтому-то и доверили завершить этот этап. По моему мнению, самое главное этот момент, то, что все-таки завод заработал, то, что республика протянула руку, восстановили завод, выделили средства на модернизацию, на закуп нового оборудования, которое более совершенное, уже новое, качество изделий улучшается, процесс производства ускоряется, автоматизация происходит, уже не то количество сотрудников необходимо. Как вы прекрасно видели, уже автоматически происходит подача бетона. Он автоматически находит бетонораздатчик, возле него останавливается сам. Ждет, пока в дальнейшем подъехал к нему бункер приемный. Он его видит, высыпает бетон и автоматически сам уезжает обратно на БСУ. Пока кюбеля ездит, оператор на БСУ замешивает следующий раствор. Тот подъехал, высыпал и поехал. Дело в том, что на прежнем заводе выпускалась трехслойная панель.
Что это значит? Трехслойная панель – это типичные вот наши здания КПД, да, 112 серия и прочие, которые у нас вот в городе их достаточно много, да, то есть по кварталам застроек. А наша панель, она однослойная. Это что говорит о чем, да? То, что, во-первых, она более мобильная. Почему мы говорим о модуле мобильном, да? Потому что он, в отличие от трехслойной панели, его надо было перевозить только на панелевозах. То есть это ограничивает количество, да, которое мы возим. И плюс перемещение в какие-то, например, удаленные районы республики. А наша панель, она более мобильная. Мы ее можем, скажем так, укладывать друг на друга, да, и перевозить спокойно. Мы уже так делали, например, когда перевозили водным транспортом. То есть мы до Ленска спокойно доставляли эти панели, они достаточно прочные, то есть они, например, не подлежат там какому-то разрушению, да, в процессе. Соответственно, мы можем охватить максимально районы по республике, да. Даже зимой заливается бетон, Да. делается вот та же панель, только... Ну, там, получается, при монолите заливаются только лифтовые шахты и подъездные. Остальное все идет кладка. При нашем производстве монтажа, это можно сказать, как лего для взрослых. Как захотели, как проектировщик нарисует, так и можно и построить. Есть как индивидуальные строительства, частные, высокоэтажные, малоэтажные здания. Это полет фантазий. Все. Остальное проектировщик просто воплощает это в реальность. При нашем производстве монтаж можно проводить по технологии до минус 40 градусов. Башенные краны работают до 40 градусов. Но бывало, что и в минус 45 работали. Поэтому практически круглый год монтаж проводится. А учитывая, что сборка одного, например, трехподъездного дома 9-этажного в целом занимает всего там, месяца 2,5, да, это, скажем так, такой вот средний срок, да, соответственно, представляете, насколько будет увеличиваться, скажем так, сокращаться сроки и увеличиваться количество домов. Это первое такое основное отличие. Еще одно немаловажное отличие для людей, оно тоже важно, что при ДСК предыдущем, если вы видите, у них вентилируемого фасада невозможно было навесить, потому что он уже цельный. А на нашу панель можно сделать любой вентилируемый фасад, то есть дом снаружи, вы даже не поймете, что это в принципе панельный дом. Это будет внешне выглядеть как любой железобетонный дом с любым фасадом, который можно, соответственно, это влияет на архитектуру, на красоту в определенной степени, да, то есть это тоже немаловажный момент. И плюс люди хотят жить все-таки в более комфортных условиях. И третий момент, то, что мы сейчас разрабатываем типовые проекты с удобными планировками, то есть максимально они у нас будут разные, и это не будет, как, например, 112 серия, где планировки вот они одни, и они по всем домам одинаковые. Мы сделаем несколько типов домов, секций, и будем потом их совмещать. То есть, например, необходимо там однокомнатные, двухкомнатные будут такие, там трехкомнатные или там, например, однокомнатные будут такие. То есть это, скажем так, позволит обеспечить людей квартирами, которые им интересны, скажем так, да, а не те, которые просто вот есть и все, и да, и они никуда не двигаются. То есть это чуть-чуть, уровень выше, чем просто типовые дома. Будет достраиваться квартал Звездный, это новый квартал города Якутска, а также строится новый спортивный квартал, который находится и будет строиться в печально известном микрорайоне города Якутска, 17-й квартал. У нас получается полностью кредитная линия на Звездный открыта на нашу дочернюю фирму Риа Вега. Это 27 миллиардов, да. С Банк Дом РФ у нас, соответственно, кредитная линия открыта. И мы по сублимитам, соответственно, свои дома выбираем деньги и строим. То есть у нас, в принципе, полностью обеспечение есть. На спортивный, да, у нас там идет расселение, но после расселения у нас также заключен кредитный договор с Банк Дом РФ на уже более 37 миллиардов. Соответственно, там финансирование сублимитно тоже будем открывать. То есть, по сути, финансирование строительства самих домов у нас имеет место быть. То есть мы уже эту линию выстроили и потихонечку в этом направлении двигаемся. Здесь самое главное, что у нас есть партнер, Банк Дом РФ, которые заинтересованы в таких вот масштабных, да, моментах, достаточно долго уже с нами работают, и у них есть заинтересованность в том числе решить программу переселения из аварийного фонда, потому что им это интересно, по сути банкам всегда интересно, да? А мы в свою очередь решаем свою проблему, то есть мы и расселяем, и освобождаем территорию, и строим, соответственно, свое жилье.
И сегодня не только последний день зимы, а первый день, когда мы вдохнем новую жизнь в домостроительный комбинат, который работал достаточно большое время в городе Якутске. И с помощью этого домостроительного комбината застроился город Якутск значительно. Мы, соответственно, продолжим эту, скажем, добрую традицию, но только уже на новом оборудовании, с опытными сотрудниками, которые здесь и ранее работали и готовы работать здесь опять снова, да, но только уже, соответственно, в новых условиях, в новых реалиях, но со своим опытом, со своим багажом, который они, скажем так, применят, и мы, надеемся, эффективно используют в производстве. Коллективу «Риастрой» гиб-гиб!